Мы продолжаем говорить о социально-экономическом развитии региона. Во всех населенных пунктах Ингушетии ежегодно строятся жилые дома, больницы, школы, объекты культуры, коммунальной и инженерной инфраструктуры. Принятые меры за последние 10 лет позволили существенно улучшить уровень жизни населения республики, создать необходимые условия для привлечения инвестиций в строительную отрасль и развития сети социально значимых объектов. О том, что сделано и что еще предстоит, расскажет Ирина Тичоева. Социально-экономические показатели определяют уровень развития любого субъекта. Образование – ключевое направление в регионе, потому как умные дети – это достойное будущее. В Ингушетии в последние годы реализовано множество федеральных и региональных целевых программ. Благодаря им построено более 120 школ и 70 дошкольных учреждений. Недавно в регионе открыли вторую по мощности школу-гигант. Современные методы обучения и новейшее оборудование точно поможет определить школьникам дорогу в будущее. Развитие социальной инфраструктуры. Я вижу, как много новых инвестпроектов сегодня в республике реализовано. Это на самом деле видно невооруженным глазом. Один там и сад-гигант, и новые производства промышленности. Ну и, конечно же, какое огромное количество объектов социальной инфраструктуры было построено, ликвидирована очередность в детские сады. Сейчас очень активно идет строительство школ, больниц. Качество жизни напрямую зависит и от развития здравоохранения. Продолжительность жизни в республике составляет 81,6%. Этот показатель признан самым высоким в стране. Младенческая смертность снизилась на 33%. Также снизился и коэффициент общей смертности населения. В республике в рамках развития материально-технической базы здравоохранения за 10 лет построено 25 объектов. Самым крупным медицинским учреждением по праву считается перинатальный центр, чья деятельность направлена на охрану материнства и детства. Во-первых, хотел бы Юнусбека Бамадгиевича поздравить с избранием на новый срок и поздравить весь народ Ингушетии с избранием достойного руководителя, который за 10 лет руководства республикой, не побоюсь этого сказать, построил новую республику, развил его. И сейчас те проекты, те начинания, которые им были заложены, нужно продолжить, которые, я уверен, успешно он также будет продолжать. Промышленность – еще одно успешное направление в Ингушетии. За счет небюджетных средств введен в эксплуатацию завод по производству алюминиевых радиаторов. Всего в республике при государственной поддержке за 10-летний период построены 34 промышленных и сельскохозяйственных объекта. Одним из самых успешных среди сельскохозяйственных предприятий стал сад-гигант Ингушетия, оптово-распределительный центр которого крупнейший в Европе. У вас сад-гигант. Мы сегодня совместно включаем проекты, мы начинаем совместно выращивать Ставропольский край, Ингушетия, совместно выращивать саженцы. Это такие области экономики. Конечно же, это культурный обмен. И знаете, очень хочется пожелать здоровья, потому что это нелегкий труд, это сложнейший труд. Очень хочется пожелать поддержки граждан, потому что отдача должна быть для любого руководителя, но важна отдача тех людей, для которых он работает. Наши традиции и культура – главное богатство республики. Театрально-концертными и культурно-досуговыми организациями проведено свыше 6 тысяч культурно-массовых мероприятий, которые посетили 815 тысяч зрителей. Развивается материально-техническая база учреждений культуры, построены новые ДК в селениях Галашки, Кантышева, Сагапши, Сурхаки, Яндари, Новый Редант и Зязиков-Юрт. Взаимодействие было и так на высоком уровне всегда. Юнусбек Бамадгиевич не раз проезжал в республику Адыгея. В республике Адыгея его уважают, его ценят. И мы надеемся на такое же плодотворное сотрудничество в дальнейшем. Это будет в сфере инвестиционной привлекательности, деятельности, в сфере социальной. Туризм прочно занял позицию одного из ключевых направлений развития республики. Хотя буквально несколько лет назад многие считали его невозможным. Но, как оказалось, задача вполне осуществима. С 2012 года туристический поток вырос почти в 10 раз. Только в прошлом году Ингушетию посетили 55 тысяч туристов. И основной поток идет в горную часть республики, на курорт Арамхи. Там за несколько лет создана развитая туристическая инфраструктура. На приток гостей влияют и проводимые событийные и культурные мероприятия. Считаю, что вот Ингушетия и Кабардино-Балкария имеют очень много в области курортно-оздоровительного комплекса, туризма,
туризма, альпинизма, других направлений, то есть то, что нам подарила природа наша. И здесь мы могли бы, мне кажется, возродить, не изобретая колесо. Мы, кстати, об этом уже говорили, и у нас есть первые наметки, специалисты отраслевые работают в этом направлении. Наряду с другими направлениями развивается и спортивная сторона региона. Ингушские спортсмены, участвуя во всероссийских и международных соревнованиях, только за 2017 год завоевали 304 золотых, 182 серебряных и 218 бронзовых медалей. За 10 лет в республике введены в эксплуатацию 16 спортивных объектов. Масштабные объекты в регионе планируется возводить и в ближайшие годы. Поэтому Ингушетия продолжит свое развитие во всех направлениях, повышая качество жизни населения. Лина Цычоева, Хава Сутыгова. Новости 24.